Колонна общественного движения в сопровождении мотоклуба «Ночные волки» движется в сторону Покровска. Именно там состоится передача «Знамя бессмертного полка». Я кое-что понял, встав с левой ноги. Рожденный в СССР. Мы рады и очень горды тем, что нам доверили такую честь привести в Покровск Хангаласскому улусу знамя бессмертного полка. Бессмертный полк – это не просто идея, не просто движение, это дань памяти всем тем, кто стоял на защите нашей Родины. И сейчас, говоря о том, что мы привезли вам это знамя, мы говорим о том, что Хангаласский улус также встает с нами в ряды. Слава героям, нашим землякам! Ура, товарищи! Как показали наши девчата, я уверен, и вы оцените, что у нас растет достойное поколение. Горит и кружится планета над нашей Родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой Девушки, не постоим. что для вас значит 9 мая? 9 мая – это великий праздник, который мы с гордостью отмечаем. Это праздник Великой Победы. Мы должны помнить и чтить подвиг наших прадедов, дедов и никогда об этом не забывать. Пожелаю вам дальнейших успехов. Вы достойно показали себя на церемонии передачи Знамени Победы. Спасибо. Благодаря именно нашим воинам, нашим отцам, дедам, братьям, сестрам, матерям, мы и ветеранам тыла, которые трудились, не покладая рук во имя победы, мы победили в этой страшной войне. Поэтому я бы пожелал будущему поколению, чтобы вы помнили каждого, кто именно защищал нашу великую Родину. И никогда не забывали. Если мы забудем, нас победят. Как известно, историю пишут победители. Но все ли согласны с этой историей? В наше время каждое государство имеет право трактовать историю по-своему. И только бессмертный полк позволяет нам узнать все так, как это было на самом деле. В какой семье не помнят деда, помилуй Бог. Они создатели победы, бессмертный полк. Плывут портреты, как святыни, и рядом мертвые с живыми, сыны и дочери России, бессмертный полк. Вот Николай в 41-м
За Сталинград он воевал. Егор в Украинском фронте был, Сава в Японской войне, Петр за Берлин, там погиб в танке. Василий в Ленинградском фронте воевал. И наш дед, он с войны вернулся раненым и сразу умер. Мы очень рады, что в нашей родне такие люди. Вот. Помним, любим, гордимся. Кравченко, мой прадедушка, он был шифровщик. Он дошел до Берлина, прошел всю войну. Имеет, конечно, награду за отвагу, орден Красной Звезды, также орден Отечественной войны второй степени. Перерва Дмитрий Алексеевич тоже прошел всю войну, дошел до Берлина, имеет ранения, к сожалению. Рассказывать о войне они не любили, поэтому наши родители ничего такого интересного о войне нам рассказать не могут, потому что деды со слезами вспоминали эти моменты. Андрей Семен Георгиевич был радиомехаником. Он обеспечил 720 боевых вылетов самолетов. То есть связь не давала перебой. Дмитрий также был связист, телефонист. Александров Георгий был у нас инженер. Он строил дороги, восстанавливал переправы. Я очень ими горжусь. Спасибо им большое. Мой отец Михаил Иосифович Глушков воевал, значит, в финскую, в отечественную и в японскую. Был в артиллерии. В отечественную был, значит, сам говорится, командиром реактивной артиллерии. Это «Катюши». Вот, значит. И прошел все 3 войны, но, правда, был израненный. После войны болел часто. Ну, все-таки, как говорится, за Родину, за Сталина всегда шли впереди, и мы все-таки победили, и фашистов уничтожили. Это моя двоюродная сестра Зинаида Клеониковна. 2 дяди у нее воевали также, отец. Один подорвался на мине, отец с братом, с дядей ее остались 2 живых. Вот. Мы рады за наших, как говорится, родителей, что они, говорится, отдали, говорится, свое здоровье и, говорится, принесли на победу. Вот эшелоны, которые вели сибиряков, где-то в одном из вагонов был мой отец. Участвовал на Курской дуге, получил ранение и в 1943 году вернулся домой. Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты, а дорогою степную шли с войны домой советские солдаты. С праздником! Это мой дедушка Быков Виктор Григорьевич. Он родился 1926 года. 1 мая 1944 года он принял военную присягу. И в ноябре 1923 года ушел на войну. Каждый год с самого начала мы ходим на акцию «Бессмертный полк». И год от года наше количество увеличивается. Полку прибыло в этом году. И мы будем ходить, потому что это для нас это священный день, это свято. И я думаю, потом и наши, и дети наших детей будут ходить в бессмертном полку, потому что так надо. Потому что они живы, пока мы их помним. Это самое главное. Я думаю, для наших детей это самое главное помнить, чтобы не больше коричневая мразь на нашей земле не размножалась. Это страшно, я думаю. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Человеческая память. Время не властно над ней. И сколько бы десятилетий не прошло со времени Великой Победы, мы, наши дети и дети наших детей год от года будут возвращаться к этому великому празднику, ознаменовавшему победу жизни и силы воли над смертью и разрушением. Плывут портреты, как святые, и рядом мертвые с живыми, сыны и дочери России. Бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный полк.